Ассаламу алейкум. В Норвегии сегодня застрелили нездорового человека, который нуждался в психиатрическом лечении. Его дважды сбили машиной полицейской, а потом застрелили насмерть. Если бы такое произошло в Чеченской республике, эти несколько евроичкерийских отщепенцев и несколько желтых СМИ в лице либеральных изданий начали бы кричать что-то типа «чеченские силовики, чеченские власти довели бедного человека до такого состояния, что он выскочил на улицу с ножом, а потом они его дважды сбивали машиной на глазах у людей посреди бела дня, а потом просто пристрелили, вместо того, чтобы обезвредить его и послать на лечение в психиатрическую больницу». Но это произошло в Норвегии, и мы не видим таких сообщений. Мы почему-то не увидели, кстати, и какого-нибудь видеоблога от Анзорчика Масхадова, который, напоминаю, проживает в Норвегии. Анзорчик, сделай какое-нибудь заявление, хоть раз в своей никчемной жизни покажи, что в тебе сохранилось хотя бы что-то мужское, хотя бы какая-то толика. Заяви, вырази протест властям норвежским, задай им вопросы неудобные, почему нельзя было его обезвредить, почему его надо было сбивать машиной, вместо того, чтобы, не знаю, перцовый баллончик использовать, какую-то сетку накинуть, как-то его обезвредить. Спроси у них, почему они убили человека посреди бела дня. Ты спроси, также рядом проживающий с Норвегией шведский сказочник должен записать многочасовое видео на эту тему, разобрать прямо по полочкам жестокое обращение норвежской полиции с чеченцем. Лондонский Дэнди должен тоже записать свое очередное актерское такое выступление на эту тему, рассказать о том, как Норвегия вот все эти годы обходилась там, рассказать о том, как они должны были поступить с этим человеком, рассказать об их жестокости. Почему же вы просто все заткнули свои рты и молчите? Сделайте хотя бы одно нормальное заявление, или вы боитесь? Тут или вообще не может быть употреблено, вы просто боитесь. Вы заткнете свои рты и не выскажите по этому поводу ничего жесткого, потому что вы боитесь за себя, вы боитесь за свой собственный комфорт. Говорить о Чеченской республике вам комфортно, вам безопасно, потому что чем больше вы чего-то плохого говорите о Чеченской республике, тем больше какую-то большую поддержку вы чувствуете от каких-то европейских властей и европейских спецслужб. А когда в Европе что-то происходит с чеченцами, вы тут же бросаетесь обвинять самих чеченцев в том, что произошло. Выступите сейчас и скажите что-нибудь. Или просто признайте, что вы трусы, лицемеры и лжецы. Хотя, в принципе, об этом нам уже известно, кто вы такие.